Здравствуйте, дорогие телезрители нашего канала. У нас сегодня в студии очередной талант, который выявился в республиканском конкурсе «Наука, светоч, просвещение». И до того, как начать нашу беседу, я бы хотела сначала поприветствовать нашего гостя, который сегодня приехал из Худжанда. Добро пожаловать в нашу студию, Арон. Здравствуйте, меня зовут Каримов Арон, я приехал из Худжанда. Я учусь в 10 классе в школе Эхея Манавиат. Перед тем, как начать нашу беседу, я бы хотела отметить, что уже как 4-й год по инициативе нашего уважаемого президента Республики Таджикистан, лидера нации Эмомали Рахмона, проводится республиканский конкурс «Наука, светоч, просвещение». И, как уже мы знаем, этот конкурс направлен на вовлечение учащихся студентов и также других слоев общества на изучение математических научных дисциплин и также выявление новых талантов. И как в начале программы я уже отметила, этот конкурс на республиканском уровне выявляет год за годом новых талантов в математических и научных отраслях. И, Арон, первый вопрос, который я хотела бы задать вам: сколько вам было лет, когда вы начали изучать точные науки? Точные науки я начал изучать сам по себе в районе 9 лет. Тогда эти предметы мне были крайне интересны. После этого, когда начался 5-й, 6-й классы, эти точные науки зашли в школьную программу, я начал изучать их более углубленно. А вот на саму Олимпиаду по биологии, науки, которая мне больше всего нравилась, я пошел в 7 классе. В это время я как раз-таки нашел свою учительницу, которая помогла мне продвинуться до текущего момента. Дорогие зрители, следует отметить, что сегодняшний наш гость Арон Каримов, он является победителем республиканского конкурса «Наука, светоч, просвещение» в номинации «Биология». И следующий вопрос, Арон, звучит так. По вашему мнению, на сегодняшний день, как вы думаете, почему многие среди подростков, молодежи не особо обращают внимание на изучение точных математических наук? Как вы думаете? Основное, по моему личному мнению, заключается в мании популярности с текущей молодежи. Она считает, что она должна привлечь к себе максимум чужого внимания. В большинстве случаев при изучении точных наук это не слишком сильно поощряется. То есть обычно это производится тем, что тебя оскорбляют, другие ставят тебя выше тебя самого. Потому что для изучения точных наук ты должен поначалу выбиться из круга людей, которые будут тебя принижать. То есть, когда человек чем бы ни занимался, его каждый раз будут принижать из-за того, что он выходит из своего собственного общества. Общество тянет человека назад, когда тот поднимается наверх. Поэтому в большинстве людей из-за того, что у них ранимое эго или из-за того, что у них бывают некоторые проблемы, остаются обратно при попытках и потом забрасывают это окончательно. А вот на пути изучения этих наук у вас были с этим проблемы? С этим проблем, если честно, у меня не было. Родители меня сильно поддерживали, и я им за это благодарен. А друзья, общество, которое вы отметили? Чаще всего приходилось садиться одному. Приходилось отделяться от общества, но в конечном итоге, когда ты уже окончательно из него выходишь, находишь группу людей, хоть и небольшую, которая может говорить вместе с тобой, то есть находишь единомышленников, то тогда становится значительно легче. Хорошо. Вначале, когда вы отвечали на первый вопрос, вы сказали, что у вас появился интерес в 9 лет. Кто или что способствовало этому? Может, вы посмотрели по телевизору, или вас заинтересовала какая-то книга, или эти процессы, я не знаю, что именно вас заинтересовало? В первые разы я помню, как моя сестра, которая сейчас уже работает гинекологом, она уже полностью прошла обучение в России, она часто около меня читала книги по биологии, и она читала их вслух, чтобы их лучше запомнить. И тогда ко мне проявлялся небольшой интерес, что же она могла такое говорить. Потом у нее еще были свои любимые мультфильмы, в которых разбирались точные науки, то есть по физике, по математике. И это проявляло ко мне сильный интерес, потому что поначалу вычислять числа, понимать закономерности, как что работает, потому что у детей много любопытства к тому, что вокруг них происходит. И именно благодаря этому любопытству, чтобы понять, как работают вещи вокруг меня, я начал этим все больше и больше интересоваться. Несмотря на свой возраст, вы начали интересоваться. Отлично. Я бы еще хотела спросить у вас,
А какие мультфильмы, вот фильмы вы сказали, вот это, например, вы название помните? К сожалению, нет. Это были вроде бы мультфильмы достаточно старые, может, 2001 2000-х годов. Название я, к сожалению, уже забыл. Как мы уже поняли, из точных наук вас интересует предмет биология. Нам бы вот сейчас интересно, хотелось бы узнать, как проходили вот эти этапы конкурса, довольны ли вы своими результатами, когда вы излагали свои собственные мысли на бумаге, вот как проходили вот эти этапы конкурса? Сказать честно, чаще всего, когда я излагаю свои мысли на бумаге, я теряюсь, потому что из-за проблем с почерком я начинаю писать крайне медленно, и из-за потока мыслей, которые происходят в голове, мысли путаются между собой. А вот если буду пытаться писать более быстро, то тогда будет некрасивый почерк или так далее. Чаще всего своей письменной работой я был слегка недоволен. Я знал, что мог сделать лучше. Мог написать больше информации или мог сделать это более аккуратно. Это было в первые разы. Потом, конечно, становилось легче. Хорошо, а у вас есть какие-нибудь секреты или какие-то там фишки, чтобы перебороть вот этот страх, вот это волнение, когда вот поток мыслей приходит, и вы должны хоть как-то справиться или по порядку излагать свои мысли? У вас есть какие-нибудь секреты, не знаю, может, поделитесь? Если честно, эти секреты для того, чтобы убрать волнение, я узнал, когда еще читала высшую нервную деятельность по биологии. Там была очень интересная тема внутри, а именно торможение. Что когда более сильный раздражитель влияет на человека, он про все остальное начинает забивать. То есть, к примеру, если слегка прикусить губу или, к примеру, слегка что-нибудь отвлечься, тогда все мысли очищаются. А после этого можно будет снова заново вернуться к этому, чтобы продолжить писать. Значит, вы вот этими практиками пользовались во время этих Да. экзаменов. Хорошо. А может, есть еще какие-нибудь, что вы хотите поделиться с нашими зрителями, вот этими фишками, секретами, не знаю? Если честно, основная проблема, это чаще всего у других наблюдается, это волнение, прежде чем писать. И еще тогда, когда ты не знаешь, как правильно ответить на вопросы. Потому что в первый раз, когда видишь вопрос, ты абсолютно все забываешь. То есть думаешь, что на этот вопрос у тебя нет ответа. Хотя на самом деле, если поглубже покопаться внутри своей памяти, ты на него найдешь. Чаще всего относиться более легко к этому тесту или вопросу, потому что чрезмерное давление именно с собственной стороны из-за неуверенности приводит к тому, что ты часто будешь совершать ошибки во время того, когда пишешь. Хорошо, следующий вопрос, Арун, звучит так. Кто вам помогал вот, к подготовке к этому конкурсу республиканскому? Именно насчет подготовки помогала моя собственная учительница Очилова Мухаббат Абдуазимовна. Я ей очень благодарен за ее подготовку, потому что чаще всего она именно поддерживала меня для того, чтобы я что-либо выполнял. То есть она давала мне книгу, предмет или что-нибудь для изучения. Она именно делала так, чтобы заметить, есть ли у меня собственное желание к тому, чтобы учиться. Потому что чаще всего учитель должен заставлять своего ребенка, с которым он работает, чтобы тот начал изучать информацию. Но вот именно моя учительница делала так, чтобы я делал все по своему собственному желанию. И я ей за это очень сильно благодарен. Хорошо, вот вы отметили насчет книг. А какие вот научные книги в основном, какими вот научными книгами вы пользовались в процессе изучения биологии? В процессе изучения биологии я в основном пользовался книгами под редакцией Чебышева. Это были основные книги, которые я чаще всего читал. Также еще использовал книгу от того же автора, но только университетский вариант, который нужен уже когда ты поступил в высшее образовательное учреждение. А также еще читал часто Тейлора. Это очень знаменитая книга, которая распространена среди биологов. Я также использовал информацию с нее. Это были основные книги, через которые я брал информацию. Но кроме того, я также брал еще наши собственные книги, которые были с 7 по 11 классы. То есть все книги, которые были для общеобразовательных школ. Дорогие наши телезрители, сейчас наш уважаемый гость, победитель конкурса республиканского «Наука, светоч, просвещение» поделился книгами, которыми он пользовался в процессе участия в конкурсе. Поэтому, думаю, вы тоже можете воспользоваться его советами. Какие вы бы советы дали, вот как победитель, который прошел вот эти все этапы, да, вот достойно, какие советы вы бы дали? Насчет всего я бы сказал быть готовым к неожиданностям. Потому что на этом конкурсе очень много вопросов, с которыми вы никогда не встречались.
Чаще всего, когда встречаются такие вопросы, нужно правильно использовать свою собственную логику, понятия. Нужно склеивать те участки информации, которые есть в вашей голове. Кроме того, во время устного ответа отвечать именно на тот вопрос, который вам задают, то есть не переходить на другую тему. Чаще всего я замечал, что они не говорили по теме, то есть из-за того, что они были не уверены в том, что они смогут ответить на эту тему, они переходили на другую, более простую или более значимую тему и начинали говорить на нее. Тем самым у жюри была некоторая неприязнь к этому. Они резко начинали перебивать или закрывать рот тому, кто говорит. То есть нужно говорить именно то, что спрашивается в вопросе, коротко и ясно. В этом случае можно будет получить самый большой балл за устный ответ. А вот насчет письменного нужно излагать правильно свои мысли. А как вы думаете, когда вот, допустим, участник не знает ответа на тот или иной вопрос, как вы думаете, как ему стоит себя повести? Ответить на другой какой-нибудь легкий вопрос или сказать прямо, что не знаю ответ на этот вопрос? Тут уже очень спорно. Если человек не знает ответа на данный вопрос, если он напишет что-то неправильно, тогда за этот вопрос ему могут баллов в принципе не дать. Потому что обычно в таком случае дают там 1-2 балла. В случае, если человек не знает и отказывается, тогда за этот вопрос ему 1-2 балла могут дать. Но если он совершит слишком много научных, не грамматических, а именно научных ошибок в ответе, то тогда ему могут дать 0 баллов за его ответ. Тут лучше всего стоит хорошенько подумать, прежде чем отвечать на этот вопрос. Возможно, он ответ на него знает, но вопрос поставили по-другому. Потому что если на один и тот же вопрос, у которого имеется один ответ, подходить с разных углов, тогда может показаться, что на этот вопрос ответа в принципе нету. Хотя на самом деле ответ достаточно простой. Нужно подумать, переделать вопрос так, чтобы он не терял свой смысл, но при этом оставался тем же. Чтобы понять, вдруг этот вопрос когда-то встречался этому человеку, и он может, в принципе, на него ответить. Здесь уже, наверное, речь пойдет о том, как вы сказали вначале, не волноваться, собраться с мыслями, да, и чтобы вот этот поток мыслей не заглушил вот этот, когда вот надо Собственный написать, голос. да, вот правильно отметили. Билет номер 4. Итак, первый вопрос. Строение нуклеотидов. Нуклеотиды представляют собой мономеры нуклеиновых кислот. Состоят из 3 остатков фосфорной кислоты, также 5-атомного углевода и дополнительно состоят из азотистого основания. Так, основными отличиями нуклеотидов у разных нуклеиновых кислот, к примеру, у РНК и у ДНК, у РНК 5-атомный углевод представляет собой рибозу. Единственным отличием азотистых оснований, которые могут быть у РНК, является урацил, цитозин, гуанин и аденин. В то время как у ДНК азотистые основания вместо азотистого основания урацила тимин, а 5-атомный углевод представляет собой дезоксирибозу. Значит, нуклеотиды, вы сказали, состоят из 3 остатков фосфорной кислоты, 5-атомного углевода рибозу или дезоксирибозу, в зависимости от того, это РНК или ДНК, и азотистого основания. В основном, когда человек идет к цели, главное – это путь. Результата можно добиться, если каждый день заниматься тем, что эта цель от тебя требует. Меня больше интересует путь, который я пройду к тому, чтобы стать тем самым человеком. И те новые цели, которые поставятся передо мной, когда я этого уже достигну. Какие вот вы усилия прилагаете для того, чтобы добиться своей цели? Вот, например, вы, допустим, уже победитель вот, в республиканском конкурсе, у вас есть вот достаточно знаний. А какие у вас дальнейшие действия? Дальнейшее действие – это продолжать свое обучение. После того, как я закреплю свою биологию, я начну заниматься, скорее всего, химией. Потому что химия также является очень важной отраслью для того, чтобы стать врачом. После этого пойду в университет Сеченова и пройду тамошнее обучение. Как вы думаете, в чем ваш успех? В чем вы видите свой успех вот, до этого дня?
Успех я вижу в своих собственных знаниях, потому что медали, награды, дипломы, все, что тебе дают, это всего лишь воспоминания, которые остаются после этого. Настоящий успех человек должен видеть в том, что он за это получил. Даже если он куда-то пошел, не смог там выиграть, проиграл, но у него в любом случае остаются знания и опыт после того. Человек должен видеть успех в его собственном опыте и в его собственных поражениях, потому что как говорил один великий человек, победитель это неудачник, который попробовал еще раз. Да, вы правильно отметили, дорогие зрители. Я тут тоже хочу сказать свое мнение, что даже если вы не выиграли в конкурсе, одно ваше участие – это уже победа. Дорогие зрители, сейчас мы переключимся на короткий перерыв, потому что с нашим гостем мы поедем в наш национальный музей и вернемся обратно к нашей беседе. Дорогие телезрители, сейчас мы решили прийти с нашим гостем в наш национальный музей, чтобы продолжить нашу беседу еще в более интересном месте и узнать много чего нового. Арон, смотри, вот в процессе беседы я у тебя спросила, что ты в этом музее впервые. Какие у тебя впечатления, что ты ожидал? И вот зайдя сейчас вот в отдел природы, какие у тебя впечатления? Что именно привлекло твое внимание? Хотел сказать, что ожидания были насчет того, что тут будут макеты именно скелетов самих животных, а не их полноценные образы. В принципе, я доволен тем, что вижу. Изображают как раз-таки горные районы нашей страны с достаточно богатой биосферой. Угу. А что именно вот привлекло твое внимание из этих макетов, когда вот ты зашел? Больше всего меня привлекала именно фотография снежного барса, потому что по моим источникам, когда я говорил с некоторыми людьми, говорилось, что он был относительно вымер. Но из недавнего разговора я смог понять, что на самом деле у нас еще остались особи данного вида в районе 280 особей. Очень интересно. Вот, думаю, полезная информация для наших зрителей, которые нас будут смотреть. Коричневая типичная почва сухих лесов. На сухих лесах там вообще растения не очень, да? Там не это очень. зависит от типа леса. К примеру, если это будет сосновый лес, то в этом лесу будет очень обширная растительность, потому что именно сосна отличается тем, что у нее кроны дерева доходят доверху и при этом образует большое количество листьев, но при этом не полностью закрывает солнце. Благодаря этому растения, которые находятся ниже, тоже получают солнечный свет и способны более хорошо расти. Там уже можно встретить чаще всего в светолюбивых растениях. Если же это хвойный лес, то тогда большая часть растительности снизу, она будет более тусклая и будет иметь более темные оттенки, так как ей не хватает света. Так как ель отличается от сосны тем, что у нее крона конусовидная и полностью впитывает весь свет, который падает на нее, то есть под ней абсолютно темно. И другим этим растениям не хватит света, да, получается? Но там не то, чтобы им не хватает света, там живут растения, которые как раз-таки тенелюбивые, Специально прям для этих условий. благоприятно растут в темных условиях. Но обычно они отличаются небольшими размерами. К примеру, к этому можно отнести самый же обычный мох. Угу, понятно. А ты еще вот сказал о воздействиях, там многие причины вода. Какие еще бывают воздействия? Кроме того, как кожа трется, защищает их от этого? От температурных воздействий, как я уже сказал, еще также это защищает их от избыточной потери влаги.
Еще хотел упомянуть, что из-за того, что их кожа полностью покрыта чешуями, на их поверхности нету желез. То есть, к примеру, если у прошлого класса земноводные было большое количество желез, их кожа была более склизкой и Слизистая, что ли, была? Да, кожа была более слизистая, так как они через эту кожу могли дышать. А вот у пресмыкающихся, так как уже они не могут дышать через кожу, у них наблюдается значительно более высокое развитие их собственных легких. То есть они уже способны 100% кислорода они употребляют именно с помощью легких и стали более независимы от воды. Меня интересует еще такой вопрос. Вы сказали, что в процессе участия в конкурсе вас поддерживала ваша учительница, да, именно в этом направлении. А кроме учительницы, были ли еще люди, которые вас поддерживали, направляли и верили в вас, что вы обязательно добьетесь успеха и станете победителем в этом конкурсе? Конечно же, в первую очередь, в этом мне сильно помогала моя собственная мама, в том, чтобы она поддерживала меня, в том надеялась, что я смогу в этом конкурсе победить, и меня очень сильно поддерживал отец, давая мне свободное время на то, чтобы я мог заниматься. То есть он прощал мне то, что я часто не ходил в школу, оставался один, он мне это прощал, и именно поддерживал меня в том, чтобы мне было легче заниматься своими собственными предметами. А как вы совмещали изучение этих точных наук с предметами в школе? Ведь, как мы знаем, в школе нам задают очень много заданий, по всем предметам надо получить хорошие оценки, да, чтобы не разочаровать маму или себя. Как вообще вы совмещали это все? По ночам не спали или как это все происходило? Если честно, в этом особенных проблем у меня не было. Потому что чаще всего со всеми остальными предметами я старался относиться с достаточно большим интересом. Потому что самое главное в предмете — это понять то, что тебе говорит учитель, когда ты его слушаешь. Чаще всего большинство людей на уроке либо спят, либо игнорируют слова учителя. Но обычно он, понятно, пытается донести до человека свою мысль, для того, чтобы он мог ее понять, и после этого легче с ней справиться. То есть я просто внимательно слушал учителя, его мысли, записывал, общался с ним. Домашнее задание, которое мне чаще всего задавали, я выполнял его достаточно быстро, потому что если понять мысли, которые тебе выразил учитель, а после этого выполнить домашнее задание, то можно будет окончательно понять эту тему. Потому что все, что говорит учитель в процессе урока, это отчасти и есть ответ к твоему собственному домашнему заданию. То есть домашнее задание — это повторение того, что ты прошел на уроке. И если ты на уроке все понял, то это ты загрызешь как маленький орешек. Скажи, что так как мы заговорили о школе, я бы хотела отметить, что я получаю стипендию президентскую в течение 2 лет. Так как мы уже начали говорить о школьных предметах, я хотел бы отметить то, что уже в течение 2-го года являюсь человеком, который получает президентскую стипендию. Хорошо. Так как мы уже заговорили о предметах, я бы хотела продолжить нашу тему насчет этого и спросить у вас, как вы относитесь к гуманитарным предметам? Гуманитарным предметом меня сильно интересует литература, потому что чаще всего именно через этот предмет можно развивать свою собственную речь. И чаще всего истории, сюжет или то, что происходит в литературных произведениях, можно связать со своей собственной жизнью. То есть они дают тебе ответы на некоторые вопросы, которые постоянно тебя мучают. Также еще меня интересовала история, потому что через историю можно понять ошибки других людей. Ведь человек, который понимает ошибки не через себя, а через других, может добиться значительно большего. Что бы вы порекомендовали молодежи как активный и трудолюбивый подросток? В первую очередь я бы порекомендовал молодежи найти человека, который будет их поддерживать в том, что они делают. Потому что
чаще всего точные науки или, к примеру, какие-либо занятия очень сложно мотивировать самого себя производить какое-либо действие. Тут обязательно нужен наставник, человек, который будет тебя поддерживать в твоих собственных действиях. То есть, чтобы, когда тебе тяжело или когда тебе плохо, он мог всегда подойти, сказать несколько приятных слов, и ты мог продолжить свое занятие. Потому что бывает много моментов, когда ты просто хочешь бросить и закончить со всем этим. А этот человек может всегда тебя вытащить из такой ситуации. А вы сталкивались с такой ситуацией, что вот, например, вы изучаете, и у вас что-то не получается, и все, вы хотите все бросить, да, и уже в другом направлении себя попробовать? У вас было такое? Быть честным, такое иногда было. Когда ходил на некоторые олимпиады, к примеру, республика или, к примеру, область, там были такие вопросы, которые были слишком тяжелые, и я не мог их понять. Но после этого, когда я возвращался, со мной говорила моя собственная учительница, говорила мне про то, что это нормально, что я что-либо не знаю, ведь человек, который знает все, на самом деле ничего не знает. Я бы хотела задать такой нескромный вопрос. Наверное, многих это интересует, и все об этом думают. Вот деньги, которые вы получили за вот, победу, куда вы потратили, на что вы потратили? Деньги, которые я получил, я собираюсь на текущий момент я еще не использовал. Не хочу их оставить на что-то более ценное, на что-то, что может пригодиться в будущем. Потому что на текущий момент я, в конце концов, являюсь всего лишь подростком, который не способен нормально распоряжаться деньгами. Но зато вы уже можете распоряжаться вот своими знаниями, да, и использовать их в определенных областях. Но на текущий момент я хотел бы потратить эти деньги на то, чтобы заказать оригинальные из Москвы, оригинальные варианты книги Тейлора, потому что чаще всего мне приходилось читать через электронный вариант. Ведь книга, которая находится у тебя в руках, ощущается совершенно по-другому, чем телефон с электронными надписями. Отсюда следует, что вы советуете своим сверстникам читать, а больше всего вот не как электронный вариант, да, получается? Основная проблема, когда в руках у человека находится телефон, и он что-либо читает, дело в том, что телефон не является чистой книгой, он является более универсальным средством. То есть желание, к примеру, у простого ребенка взять тоже телефон, просто выйти из PDF-файлов, например, зайти в интернет, соцсети, пообщаться или что-нибудь другое, невероятно большое. И тем более, когда включен интернет, постоянно приходят сообщения, новые уведомления, что сильно отвлекает во время того, когда ты читаешь. А вот когда ты держишь в руках настоящую книгу, почти ничто не способно тебя отвлечь. Когда вот я читаю книги в электронном варианте, у меня вот это происходит. Вот какой вы бы совет дали? Допустим, нет вот возможности держать вот эту книгу в своих руках, и приходится читать вот, из телефона. Что вот тут можно сделать? Если сказать честно, я не особо общительный человек, то есть у меня нету большинства соцсетей. Я чаще всего говорю с людьми, когда встречаюсь с ними непосредственно, то есть лицом к лицу. А вот говорить через телефон, писаться через соцсети, для меня это не слишком приятно. Поэтому я редко отвечаю на чьи-либо сообщения, из-за этого чаще всего меня почти ничего не отвлекает насчет этого. Дорогие зрители, сейчас мы услышим маму нашего победителя в конкурсе республиканском «Наука, светоч, просвещение» о том, как воспитывала своего ребенка и как она мотивировала и направляла в этом направлении своего сына. Я очень горжусь и благодарна своему сыну, что он сегодняшний день достиг до таких успехов. В этом есть заслуга ее учительницы, конечно, Мухаббат Очилова Мухаббат. Она во всех сферах поддерживала в школе, а дома мы, родители, тоже его во всем поддерживали, не жалея свои нервы, свое время, в конце концов, свои финансы тоже, да, всегда были с ним вместе. Были дни, он разочаровался, как-то не хотел, как бы, и в эти дни мы всегда были с ним вместе. Арон с 7 класса начал участвовать в олимпиадах. Он нашел свою учительницу, во-первых, и она в этом мотивировала. И учительница тоже видела в нем какую-то, как бы, некий потенциал, да, что он способен на это. И уже вот 3-й год
он уже участвует на Олимпиадах. В 8 классе тоже он хорошее место занял в Республиканской Олимпиаде. В этом году тоже уже он городской участвовал, уже прошел по биологии. Была Олимпиада городская, он уже прошел. В этом году тоже будет участвовать. Я очень верю в своего сына, что в этом году он еще лучшее место займет в Республиканской Олимпиаде. В завершении нашей программы, в завершении наших вопросов, Арун, я бы хотела задать вам такой вопрос. Какие советы вы бы дали подросткам, которые изучают точные науки или даже не изучают, развивают себя в другом направлении? Какие основные советы вы бы хотели им дать? Это достаточно длинный вопрос, и я бы хотел сказать, что в большинстве случаев стремиться к этому, ведь нужно поставить и решить для себя, что нужно тебе от жизни. Хочешь ли ты стать, к примеру, переводчиком, хочешь ли ты стать журналистом, хочешь ли ты стать, к примеру, врачом, математиком, кем бы ты ни хотел стать, ты должен понимать и поставить перед собой цель, зачем это тебе и кто ты есть на самом деле. Вдруг, к примеру, твоя душа не тянет к этому предмету, ты начал этим заниматься от того, что тебе кто-то посоветовал, ты откуда-то это услышал, подумал, что это того стоит, и начал этим заниматься. Но при этом все время ощущаешь что что-то не так. В душе ты чувствуешь в душе, что тебе плохо, или то, что это тебя не интересует, то нужно хорошо подумать, а нужно ли тебе это, и выбрать то, что будет по-настоящему тебе интересно. В большинстве случаев люди неправильно выбирают себе интересы, считая, что разная работа по-разному оценивается. И думают, что если я выберу эту работу, это будет давать мне слишком низкую зарплату, я не смогу найти себе счастье или что-то на это подобие. В первую очередь, когда выбираешь себе профессию, в которую ты хочешь развиваться и хочешь стать на нее в будущем, ты должен понять, а будет ли давать эта профессия тебе счастье от того, что ты ее выполняешь. Потому что если это будет не так, то всю остальную жизнь ты проведешь в относительных мучениях, в том, что тебе будет неприятно, в том, что тебе будет тяжело, тебе будет это не нравиться, и в последующем будет ли это того стоить? Хорошо, знаете, Арун, я бы не хотела сейчас завершать нашу беседу. В процессе у меня опять возникли вопросы. Думаю, вы не против продолжить беседу. С вами очень интересно общаться, и думаю, нашим зрителям тоже от нашего гостя они узнали много нового и взяли для себя полезную информацию. Арун, я бы хотела у вас спросить, как мы знаем, на данный момент большая часть нашей молодежи сталкивается с тем, что они не особо учатся, не особо развиваются, а больше всего у них интерес идет к этим компьютерным играм, ко всему этому. Как вы думаете, как вы реагируете на это? У вас было такое? А если и было, как вы с этим справлялись? Если честно, на это можно ответить более двулично. Конечно, да, я сам лично с этим сталкивался, у меня это часто было. Но тут уже выходит от собственной ответственности, от того, как родители воспитывают своего ребенка. Будет ли у него ответственность за то, что он должен это сделать, и у него есть обязанность на то, что он должен выполнить эту определенную работу. И он должен вовремя понять, то есть осознать для себя, сколько времени у него осталось. Он должен правильно распределить самый дорогой ресурс, который у него есть, а именно время. Потому что у молодежи его достаточно для того, чтобы выполнить все, что им нужно. Ведь в большинстве случаев люди, которые значительно старше тебя самого, говорят о том, что они жалеют, о том, что неправильно распределились своим собственным временем. И чаще всего подростки считают, что это ничего не стоит, я в будущем еще успею. Хотя на самом деле все то время, которое у тебя есть, если ты им правильно распределишься сейчас, в текущий момент, то в будущем тебе будет все легче, легче и легче. Потому что чем раньше начнешь, тем раньше ты сможешь исполнить все свои мечты. Потому что тот человек, который
вы сказал, что сделает это завтра, на самом деле не сделает это никогда. Да, и потом откладывает это все на завтра, на потом, и никак этот момент не наступит. Правильно вы отметили. И во время нашей беседы, как вы заметили, наши дорогие телезрители, мы коснулись не только вот направления биологии, также и другие темы, которые полезны для вас. И думаю, вы взяли себе достаточно новую и полезную информацию. Арон, я бы хотела задать еще вам два вопроса. Как я уже сказала, беседа очень интересная, поэтому мне хочется завершать ее. Вы первый, да, вот раз участвуете в этом конкурсе, первый год это у вас? Скажу честно, да, я за первый год в Альфруге Марифат уже успел дойти до республики. Хотя помню, в прошлом году я участвовал в городском конкурсе, но, скорее всего, я его не прошел. А вот уже в этом году я дошел до республики, то есть это относительно первый раз, когда я дошел до республиканского конкурса. Я встречался с людьми как раз-таки в этом году, которые ходили на этот конкурс уже в течение 4 лет, и только на 5-й год смогли достичь своей цели. Хорошо, а вот когда вот вы общаетесь с этими людьми, вот с этими участниками, которые вот столько лет уже участвуют, какие советы они вам давали, что вот они вам говорили, чтобы добиться вот того самого результата, ради которого вот все участники стараются? Если честно, на эту тему беседа между ними не заходила. Чаще всего я говорил с ними насчет текущих проблем, то есть спрашивал у них определенную тему по биологии, какие могли быть вопросы или что происходит на текущий момент. Хорошо. Участвуя вот в этом конкурсе и сразу став победителем, что вы поняли вот в процессе, да, и что вам дал этот конкурс? В процессе, когда я участвовал в этом конкурсе, я начал все больше осознавать, через что нужно проходить другим людям. Потому что есть много людей, которые не смогли получить мест. И из-за этого можно понять, с чего это может стоить на самом деле. А часто думается, что некоторые вещи даются легко или просто даются так, как они есть. Но на самом деле это требует крайне большого труда и времени для того, чтобы дойти до текущего момента. Конкурс Ильмфруги Марифат дал мне более новые возможности, открыл для меня новые границы, ведь раньше я участвовал лишь только в обычных олимпиадах, в которых проходили тесты, но этот конкурс дал мне понять, что на самом деле можно добиться значительно больших успехов, что информация, которую я знаю, представляет всего лишь песчинку из той пустыни, в которой я нахожусь. И то, что можно изучать все больше и больше, дал мне новые понятия, и расширил мои границы для того, чтобы я мог идти и изучать дальше. И я крайне благодарен нашему президенту, лидеру нации Эмомали Рахмону за то, что он организовал данный конкурс, ведь он помогает нашей стране развиваться все дальше. И вправду, проведение этого конкурса в течение 4 лет выявляет все новых и новых талантов, например, как наш сегодняшний гость Арон Каримов, который стал победителем. Неоднократно будем это повторять, потому что они заслуживают этого звания. Спасибо, что пришли сегодня, поучаствовали в нашей программе, и беседа была очень интересная, даже я вот сама скажу лично, и я для себя тоже узнала много чего нового и в области биологии, и также в других направлениях, потому что мы также и затрагивали другие темы. Еще раз добро пожаловать, и, конечно же, в завершении программы желаем вам дальнейших успехов, чтобы чтобы у вас всегда все получалось на вашем пути, вот, несмотря на вот эти все преграды, на вот эти все поражения, чтобы это для вас было неким знаком, что в дальнейшем у вас все получится, и это не остановка, то есть вы дальше все будете развиваться, несмотря на вот эти все спады. На этом наша беседа заканчивается, уважаемые телезрители. Я уверена, что вы открыли для себя новые границы знаний в изучении области биологии, также и других направлений. И я уверена, что вы будете с нетерпением ждать очередной наш следующий выпуск, где вы также познакомитесь с другими талантами, которые выявляются в процессе таких республиканских конкурсов. И также уверена, что это будет вас вдохновлять на участие и развитие.